Вот моя ладонь, мир несущая, к миру направленная. Я приветствую вас, Абаза. Я вас приветствую, черкесы. Я приветствую весь Кавказ. И в канун праздника единства России, единения России, я приветствую всех россиян. Я говорю осознанно, обращаясь к каждому. Кавказ – хребет России. И Кавказ сегодня нужен цивилизованному миру в том виде, в каком он был веками. И сегодня вольно-невольно, ослабляя Кавказ, мы ослабеваем самих себя. Мы объединяем себя, отделяя, отталкивая Кавказ. И более тихим голосом я продолжу. Давно не сидел на лошади, искренне обращаюсь к каждому россиянину. Хочу напомнить, как бы к этому человеку не относились, в том числе и я. Повторю слова, сказанные не мной, а сказанные совершенно недавно Абдулатиповым Рамазан Хаджимурадовичем. Центр должен определиться, что он хочет видеть в лице Кавказа, что он ждет от Кавказа. Если он хочет видеть в Кавказе врага, не надо далеко ходить, достойнейшего врага можно обрести в лице Кавказа. Если мы ищем друзей, вернее друга, чем кавказца, не найти, преданней и гостеприимней, которым всем народам, со всеми народами мира хочет, готов дружить с открытой ладонью, со своими знаменами навстречу судьбе идет, ни перед кем не унижаясь и ни над кем не возвышаясь. Он протягивает руку дружбы, говоря: сегодня я живу в России, и дайте мне возможность жить в этой стране, оставаясь черкесом. Я, Руслан Гвашев, сегодня, немного волнуясь, выкрикиваю эти слова, потому что хочу отрезвить тех, кто не задумывается и позволяют себе унизить другого, Пытаясь унизить другого, прежде всего ты унижаешь себя. Чтобы неповадно было, в чей бы дом не вторгаться с оружием, когда тебя не просили. И я здесь, в долине реки Шахе, старой колыбели черкесов, на древней черкесской земле, верхом сидя на лошади, говорю: те, кто послал вооруженных людей в мой дом, невзирая на мой возраст, ни на личность, ни на что, невзирая на обычаи традиции этого дома, куда вторглись они. Я обращаюсь к тем, кто послал этих вооруженных людей. Обозначьтесь, не будьте безымянными, признайтесь. И душа моя не успокоится, пока я не услышу извинений. Извинений за бесцеремонность, за беспредел, учиненный в моем родовом доме, появившись с оружием в руках. И присутствии детей, присутствии женщин, соседей, в день похорон тети, в принудительном порядке меня выводить из собственного родового дома для того, чтобы 10-дневной давности правонарушения якобы мне присудить, предъявить. Остановитесь! Остановитесь! 12 звездочек на адыгском славе, на адыгском флаге. 3 стрелы — символ единства. Как бы ни звучало пафосно. Тронь один палец, все остальные пальцы реагируют.
Адыгский мир сегодня заявляет, моя папаха порой краснеет, но я жил не зря, мне 67 лет. И адыгский мир знает мое имя. Мне не нужны должности, чтобы меня слышали. И как можно так? Извиняться они, а значит не будет второго самодурства, не будет наступления на грабли, следующий год не будет такого самоуправства. Эти извинения они должны принести моей культуре, моему народу. И я жду этого. Я для этого заявления появился сюда, в долине Святой реки, со Святой горы текущей. Назвали дворец и не вдумались даже. Не доходит до нас. Это святыня адыгов. Фишт – это значит заледеневший свет. Вечный свет. Оттуда идет это все. И я, стоя в этой долине, говорю вам, остановитесь, извинитесь передо мной и перед Басто, тем мальчиком, который начинает, в отличие от меня, свой путь. Не рождайте, уродливо может родиться сопротивление. Не рождайте противостояние. Живите в любви. Это страна для всех наций. Не требуйте от нас предать молоко матери, забыть свой язык, свой флаг, свои традиции. Одумайтесь. Доброго праздника! Я сегодня обращаюсь не ко всем вам, россияне. Не люблю округлых фраз, не понимал их мой отец. Я желаю благополучия каждому россиянину. Персонально каждой семье говорю: ассаламу алейкум. Цените друг друга. На разных языках говоря, разные одеяния нося на себе, оставайтесь людьми, уважающими другую культуру, почитающими соседей. Это значит уважать себя. Страх угомоните внутри себя. Страх агрессивен. Страх хотел торжествовать победу в моем доме. Не пройдет. Извините за повышенный тон, но я дружелюбно и искренне хочу достучаться до каждого. И сегодня к адыгам прежде всего обращаюсь. Братья мои, не надо меня защищая, я понимаю, вы со мной, вы проявляете себя, мне это дорого, мне это волнительно, порой папаха от ваших комплиментов краснеет. Но я скажу, не употребляйте слов, недостойных ни меня, ни вас. Не надо защищать инвалида, я не инвалид. Не надо мне говорить, что я старец больной, я не старец, я молодой джигит, худой черкес. Походку изменили, и больше ничего не изменили. И извиняться будут перед черкесским народом, а не только передо мной. И не надо, честное слово, копаться в моем здоровье. Каждый второй стал врачом, порой эти речи напоминают патологоанатома. Я это проходил уже. Преждевременно предупреждаю вас. Йова! Сядыга чугуситает! Вой-вой, адыга! Вой-вой! Я, адыг Руслан Вашев, благодарю всех неравнодушных людей, кто стал рядом со мной с первых дней, как пошла информация о тех вне правового поля действий со стороны власти в отношении ко мне, а значит в отношении к нам, к адыгам. И по сей день я чувствую их поддержку. Набирает обороты сопротивления. И я думаю, этот протест внутри кавказца рожденный будет услышан всеми. И
скорректируются, отрезвлятся горячие головы, никогда не поздно признать и исправить свою ошибку. Я очень надеюсь, что здравый смысл победит. Мира, благополучия всем нам, мира каждому дому. Еще раз говорю, наша правда настолько чиста, что мы не должны его прятать. Мы гордимся своей культурой, своим прошлым. Живем настоящим, питая надежды на будущее, как все народы на этой планете. Вот мой флаг. 12 этнических групп и символ единства, 3 скрещенные стрелы. И пытаться какую-то звездочку вычленить и атаковать, а остальные звезды перестанут мерцать. Это глупо, это цинично. Не советую никому. Мира вам, друзья, спасибо вам всем. Я на месте, считайте меня в строю. И пока логика не победит, сердце вашего не успокоится. Шапсов Шатхаш.